Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, смотрите мое видео, за ваши прекрасные реакции в виде комментариев и лайков, за вашу помощь и поддержку. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на судьбоносное знакомство, на судьбоносную встречу. Давайте посмотрим, кого ведет к вам сама судьба. Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ничего себе. Смотрите, какой тут крутой мужик вышел. Ну что, мои хорошие, кого ведет к вам судьба? Видите, вот он стоит, красавчик. Но я начну не с него, я начну с этих двух людей. Два человека с правой стороны, чем-то с друг другом похожи, либо возрастом, либо полом, либо должностями. Два очень милых человека с правой стороны зайдут в вашу жизнь. С этими людьми вы еще не знакомы, вам только предстоит познакомиться. Эти люди, они умны. Их сила в их мозге, в умении использовать свой мозг рационально и на все 100. Очень умные товарищи у вас появятся. Люди, которые могут решить любую задачу, даже самую сложную, даже со звездочкой. Для них это вообще, знаете, как плевое дело. Для чего эти люди войдут в вашу жизнь? Что-то будут для вас делать. В чем-то будут вам помогать, что-то будут для вас делать. Эти взаимоотношения, они подразумевают оплату, то есть вы будете платить тем людям за их работу. Но в процессе вашего сотрудничества между вами возникнут очень теплые взаимоотношения. От этих людей вы не только помощь получите, но и очень хорошие скидки, например, на свои услуги. Плюс еще какие-то дополнительные консультации, какая-то дополнительная помощь. И также возможность как-то сблизиться с этими людьми, да, вступить в дружбу, в долгосрочные отношения, взаимоотношения. То есть, знаете, как с пользой, полезные люди. Есть люди вредные, есть нейтральные, а есть очень полезные. Вот такие полезные люди войдут в вашу жизнь. Вы с ними познакомитесь. Может, кстати, они и пара. Очень миленькие. Ответственные, очень умные. Так мне идет. Благодаря этим людям вы явно очень много своих вопросов, задач решите. Плюс еще и, смотрите, как денег сэкономите, да? Потому что профессиональные услуги нынче стоят очень дорого. Вдвоем, и они к вам очень хорошо будут относиться. Так, и этот красавчик, да, уже не могу молчать, на него смотрю. Мужчина, конечно, хоть куда. Красавчик, в руках у него он все горит, над головой у него знак огнедышащего дракона, какие-то рычаги влияния, управления у него в руках. Не мужик, а золото. Единственное, что у вас какие-то изначально взаимоотношения неравные идут. Знаете, когда вы как, сотрудник, а он ваш начальник. Либо когда он такое руководящее ответственное лицо, а вы как заявитель, проситель, то есть обращаетесь, да, с чем-то к этому человеку. Этот человек вас, кстати, поразит с первого взгляда. Во-первых, внешность очень такая, знаете, яркая, привлекательная, миловидное лицо, хорошие манеры, запах от него такой приятный, туманящий мозг. Человек крайне вписывается в ту обстановку, в которой вы его и увидите, да, где вы с ним сойдетесь, познакомитесь. Я вижу, что этот человек изначально будет для вас что-то делать. Например, брать вас на работу, либо решать какой-то ваш вопрос, какую-то помощь вам оказывать.
вас поразит, насколько он легко все это делает, насколько он вообще живет, так, знаете, легко живет человек, не напрягаясь, не стрессуя, не впадая в какие-то состояния там, порока, злости, может быть, даже как наоборот, эйфории. То есть очень правильный и очень классный персонаж. Очень вы впечатлитесь этим человеком. И смотрите, и он, кстати, впечатлится вами. Что-то он такое у вас увидит. Именно в вас. Не у вас, а в вас увидит. Что-то необычное. И что-то его прям тронет, заденет за живое. Угу. Я не вижу между вами романа, прям что вы прям влюбитесь, сойдетесь. Но я вижу между вами очень такой плотный взаимный интерес. Интерес и тягу. Вот прям подтянет вас друг к другу. Очень подтянет. Смотрите, девочки, мне вообще идет, что этот мужчина, он либо не свободный, то есть у него есть жена, либо у него есть, подруга жизни, да, назовем это так, сожительница, да, правильно, сожительница. И вот смотрите, может быть, когда вы с ним познакомитесь, и вас сильно друг к другу потянет, вас будет это останавливать. Кстати, возможно, и у вас кто-то есть, да, либо на примете, либо под боком, вот. Притяжение, взаимное притяжение между вами вижу. Сильное взаимное притяжение. И знаете, я не вижу, чтобы вы часто могли там встречаться, общаться, куда-то ходить вместе, но вы будете часто о друг друге думать и где-то друг друга, как искать, либо даже видеть, там, может, в социальных сетях его найдете, он найдет вас, будете там любоваться друг другом. Такое мне идет. Этот мужчина, смотрите, он дан вам, а вы даны ему. Это как возможности, это как воплощение, может быть, каких-то задумок. Например, вы просили небеса о таком мужчине, чтобы прям и сильный, и красивый, и уверенный в себе, с хорошей работой, с хорошим материальным положением. Да, вот какая-то задумка у вас была. Вы его просили, вы его получаете. И он просил, например, женщину красивую, честную, чистую. Да, и вот ему дают вас. Но почему-то вы как друг друга побаиваетесь, либо вы боитесь вот этого общественного резонанса, что кто-то что-то скажет, не то подумает. Но понятно, что если он в браке, вы в браке, то сложненько придется, сложненько. Но тянуть будет очень сильно друг к другу. И вот смотрите, что я вижу. Я вижу, что этот мужчина по максимуму будет вам давать, либо по максимуму что-то будет для вас делать. То есть, не имея возможности проявиться к вам в любви, он будет проявляться в доброте, в каких-то действиях такого доброго, положительного характера. У него в правой руке к вам огромное такое ведро, наполненное доверху. То есть это та доброта, это та помощь, которую он будет вам оказывать. Вот, опираясь на вот именно свои чувства. Вот поверьте, до вас и после вас ни для кого он столько много делать не будет. Здесь как не хватит ему, наверное, смелости либо решительности, да, чтобы вам открыться и признаться. И вы, девочка, очень скромная, девушка, женщина очень скромная. Плюс вы тоже как-то очень зависимы от общественного мнения. Вам не все равно, кто что о вас подумает и кто что о вас скажет. С одной стороны, это, в принципе, нормально, но с другой стороны, если на всех смотреть, а когда же жить и вообще зачем жить в угоду другим людям? Это такое, знаете, сложно. Это очень сложно на самом деле, да, очень сложно. Сложно то, что будет происходить в вашей голове и в сердце, и также у него. Здесь просто штормить будет не по-детски. Ощущение, что я хочу быть с этим человеком, человек мне интересен, меня тянет. И я прям всеми фибрами души и сердца стремлюсь к этому человеку. Но с другой стороны, суровая реальность, да, и обязательства, и ответственность, и опять же авторитет, да, или как там репутация, да, это все очень давит, очень давит.
Непростое это знакомство, непростые чувства и взаимоотношения вас ждут. И поэтому, скорее всего, они будут немножко такими заторможенными, то есть по времени растянутыми. От встречи до встречи будет проходить очень много времени, и очень много мыслей будет в голове рождаться и пролетать. И у него, и у вас. Но мужчина, конечно, очень хорош. Лицо красивое, правильные черты лица. Харизматичный очень, энергетика такая, огнедышащий дракон. Вообще человек, он карьерно ориентированный, да, он вот именно карьера, добиваться, идти вперед. И для него это как не способ заработать, а способ доказать всем и вся, кто он есть на самом деле. Такой человек. Не мужчина, а мечта. Что тут скажешь, девочки? Все очень как-то медленно между вами будет. Очень-очень медленно. Очень медленно. Будет, девочки, будет. Это уже хорошо. Так. Смотрите, в этом году я не вижу что-то между вами прям капитально серьезного. Вижу интерес, вижу симпатию, вижу влюбленность, но не более того. Этот год он идет так: смотрины, переглядывания, подглядывания друг за другом время от времени, да, то нахлынет, то отпустит. А вот следующий год, там уже будет интересно, там будет очень-очень интересно. Давайте договоримся так: ближе к концу года именно на этого мужчину я сделаю вам отсыпку. Все равно между вами пока ничего такого не наблюдается. Единственное, что он будет для вас делать, это много-много всего полезного. Вот как помощь, поддержка, может быть, там финансовая поддержка, там на работе будет вам помогать, в работе, да, и возьмет на работу, и платить вам щедро будет, и всячески там ваши ситуации покрывать, закрывать, решать. Такая помощь, да. То есть как может, так и будет проявляться. С вашей стороны, вы же девушка, вы женщина, негоже вам за мужиком гоняться, да, вы никогда этого делать не будете, и не делали, и делать не будете. Вы больше как ждать будете, да, ждать, пока он как-то, проявится, что-то вам озвучит, предложит. А с другой стороны, конечно, да, вы друг друга прям на расстоянии будете ощущать, и сниться, мне кажется, еще друг другу будете. Вот приснится он вам, хороший знак, значит, что-то хорошее сегодня произойдет. Вы ему приснитесь, то же самое, но только с его стороны, да, у него что-то хорошее произойдет. Больше как подсматривание мне идет, даже не встреча, а вот подсматривать друг за другом, украдкой, да, чтобы никто не увидел и не догадался. Так, еще судьбоносное знакомство с человеком, который ведает, да, знает, есть какие-то знания, умения, таланты, способности. А у кого-то это служитель культа, причем не просто там по должности, а по призванию. А у кого-то человек, как я, например, эзотерик. Вот. У вас с этим человеком идет случайная какая-то встреча, случайное знакомство. Вот как возможность поговорить, да, получить информацию и разойтись навсегда. Я не вижу, чтобы этот человек для вас что-то делал, какие-то практики, но тут будут как советы даны, либо на что-то будут открыты глаза, какая-то вот истина откроется. После встречи с этим человеком в вашей жизни очень многое поменяется, и поменяется в лучшую сторону. Разговор с этим человеком, советы этого человека. Я не знаю, у каждого отыграется по-своему, но это реально сработает, и сработает вот прям на все 100. На все 100. Переломный момент в вашей жизни произойдет после встречи с этим человеком. Встреча идет единожды, чтобы вы для себя понимали. Так что я вам заранее советую какие-то свои вопросы либо продумать, да, вот что конкретно больше всего вас в жизни беспокоит, либо волнует, либо вам хотелось бы узнать. А лучше, конечно, это все записать. И когда вас судьба с этим человеком сведет, а этот рисуночек вышел ближе к корню рисунка, то есть это ближайшее время, там, ближайшие пару месяцев, пару недель, пару месяцев, чтобы вы могли все, что вам нужно, все, что вам интересно, спросить. И еще желательно, когда вы будете общаться с этим человеком, вы либо записываете все, вот рукой берите, записываете,
Либо, возможно, как на смартфоне этот диктофон включите, да, и все запишите, чтобы вы ничего не забыли, чтобы ничего не потерялось. Очень хорошая, важная и такая, знаете, жизнеменяющая информация будет вами получена. Это может быть как мужчина, так и женщина. От человека исходит невероятная, светлая и благостная энергетика. Вы сразу все поймете, вы сразу все почувствуете. Очень замечательно. Может быть, вы просили, вы задавались вопросами, вы обращались к высшим силам. Дадут вам такую встречу. Дадут, но она будет одна. Имейте это в виду. И все запоминайте и записывайте. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.